Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно, видно? Прошу в чате откликнуться. Можно поставить 2 плюсика, если слышно и видно. Справа у нас должна быть презентация, пока там у нас ничего нет. Коллеги, нас пока здесь 6 человек, а записалось у нас, получается, должно быть. Так, должно быть у нас, сейчас посмотрим, сколько у нас должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 человек, которые начали работать у нас уже сейчас в сервисах Google. Так, как мы еще найдем наших 3 потерявшихся? Какие будут предложения? Может, у кого-то есть телефоны, можно позвонить им? Так, итак, я включаю рабочий стол. У всех у вас есть... Итак, мы начали... Я вчера разослал вам домашнее задание. Вот, и вы сейчас видите у себя вот такую таблицу. Или, как мы его будем называть, это наш электронный журнал. Это наш электронный журнал. Вот я уже в нем зелененький сделал отметки, кто справился с заданием. И вот здесь Наталья Петровна ссылочку хоть и указала, но указала ссылочку не на тот файл. Значит, мы должны указать ссылочку на файлик «Расскажи о себе». Расскажи о себе. Для чего нам нужны сервисы Google, в принципе? Ну, с помощью сервисов Google, с помощью Google Диска мы будем с вами размещать какие-то материалы большого объема, большого размера, которые не будут у нас помещаться в нашем ресурсе, который мы будем делать на Moodle. И для этого, в принципе, мы будем использовать как раз сервисы Google. Ну и сейчас вы просмотрели уже вебинар по некоторым сервисам Google, который проводила Марина Анатольевна. Ссылочка в видеозале будет оставаться, и вы всегда можете к этому вебинару вернуться. В том числе у нас несколько заданий, которые связаны как раз с тем, что сегодня у нас происходило в вебинарной комнате. Я еще раз в чате эту ссылочку вам напомню. По этой ссылочке можно пройти и будет просмотреть этот вебинар еще раз. Так, Ольга Николаевна Калинина появилась. Ольга Николаевна, напишите мне ваш адрес электронной почты, а то в электронном журнале его нет. Или если у вас уже есть доступ, чтобы я вам открыл доступ к электронному журналу, к нашему. Так, 9 участников у нас. Давайте перекличку сделаем. Я буду называть фамилию, а вы будете плюсик ставить в чате. Так, Анастасия Владимировна. Так, Елена Николаевна пишет, что в колледже. Так, Анастасия Владимировна Черных есть у нас. Так, дальше. Елена Николаевна. Ну вот Елена Николаевна только сейчас написала. Отрубили электричество. Наверное, Елена Николаевна написала с мобильного своего устройства. Действительно, ProofMe – это ресурс для проведения вебинаров. Есть в мобильной версии, вернее, есть приложение в мобильной версии. Вы дома, да? А при чем тогда колледж? Ну, отрубили там электричество, и ради бога, пусть в темноте сидят. Так, дальше у нас Патракеева Карина Сергеевна. Патракеева Карина Сергеевна. Ольга Николаевна, мне нужен ваш адрес на Гугле. Вы не делали еще регистрацию на Гугле?
Зарегистрируйтесь, пожалуйста, в Гугле, и вот этот адрес мне скиньте сейчас. Мне нужен адрес на Гугле. И еще я вас не нашел на edu.ircomi.ru. Стоп, а вы мне, по-моему, написали, нет? Сейчас, это Светлана написала. Это Светлана Сергеевна, Светлана Валерьевна написала, Светлана Валерьевна Сергеева. Так, давайте сейчас как-нибудь вот попробуем разобраться, кто есть, кого нет. Так, итак, Карина Сергеевна. Карина Сергеевна, плюсик от вас жду. Девушки из колледжа не могут выйти на связь, да? Скажите им, пусть попробуют через мобильные телефоны. В мобильном телефоне либо через... Ага. Елена Николаевна, посоветуйте им зайти через браузер мобильного телефона. Либо пусть установят, скачают быстренько в Play Market ProofMe. Вы меня услышали? Пусть быстренько скачают ProofMe. Коллеги, сейчас вот если вы зайдете в участники, там как бы высвечивается 11 человек, почему-то некоторые по 2 раза, и вы видите, что у вас разные какие-то города. Вот Анастасия Черных, Псков, Карина, Санкт-Петербург. Так, а Карина тоже не может выйти, да? Патрикеева, где она? В колледже? Нет, она не в колледже. Карина Сергеевна, вы есть? Не вижу вас пока. Так, Ольга Николаевна, мы с Ольгой Николаевной уже... Карина есть, плюсик поставила, хорошо. Коллеги, у кого есть веб-камера, и я вас сейчас могу подключить, мы могли бы организовать видеоконференц-связь. У кого есть веб-камера в рабочем состоянии, я сейчас отправлю запрос. Плюсик поставьте, у кого есть веб-камера. Мы попробуем видеоконференц-связь организовать. Так, молчание, ни у кого веб-камеры нет, да? Коллеги, поставьте плюсик те, кто смотрел вебинар Марины Анатольевны. В принципе, первые 2 задания, они связаны как раз с тем, о чем она говорила на вебинаре. Если не получилось посмотреть, в принципе, можно будет посмотреть. Ага, хорошо. Ну вот теперь вы, в принципе, можете, Карина Сергеевна, вы можете, в принципе, быстренько сделать наши 2 задания, заполнить файлик «Расскажи о себе». Расскажи о себе. Коллеги, сейчас я переключусь в демонстрацию экрана. Значит, смотрите, вот уже некоторые начали выполнять и выполнили, да, вот давайте проверим у Светланы Валерьевны работу. Значит, действительно ссылка сокращена, ссылка идет на файлик проект «Моя малая родина», то есть это мы с вами делаем проект, как раз как можно работать с использованием, как можно работать, используя совместное редактирование документов, как можно создавать какие-то документы. Вот уже здесь сделали, Людмила Павловна сделала Наталья Петровна сделала, но она ссылочку не на тот документ указала. Итак, коллеги, в задании 2 столбец С ссылочку надо не на презентацию, а на презентация следующая, это задание 3. А здесь вы должны разместить ссылочку на документ, текстовый документ. Вот правильно сделано у Людмилы Павловны. У Людмилы Павловны правильно сделано.
Вот первый текстовый документ, который мы делаем совместно, это, так, только уважаемые не студенты, а преподаватели. У меня осталось от студентов. И я прошу соблюдать форматирование, чтобы вы посмотрели, что действительно в документах Google можно делать то же самое. То есть на сегодняшний день можно, используя этот документ, ну вот кто-то четвертый будет. Ага, хорошо. Карина, хорошо, можно там. Да, делайте. Ага. Используя вот сейчас совместное редактирование, вот мы вдвоем пишем сейчас, я пишу, и может еще один человек. То есть вот здесь вы можете, используя этот способ, предположим, какой-то опрос проводить. Есть какой-то вопрос, там, что такое зима? И все участники могут писать, что такое зима, желательно не повторяясь. То есть каждый выскажет свое мнение о зиме. Так, ну, вот это мы возьмем, сделаем жирным, ну и так далее, да. То есть вот первое задание надо заполнить как раз вот этот документ. После этого, коллеги, у любого документа есть настройки доступа. То есть вот к этому документу, то, о чем говорила на вебинаре Марина Анатольевна, можно настроить доступ. Итак, когда вы включаете, вы можете к этому документу пригласить людей, если вы знаете адрес электронной почты. Вот сюда надо ввести адрес электронной почты. Дальше вы можете открыть какой доступ? Редактирование, комментирование, либо просмотр. Вот у нас этот документ открыт на редактирование. То есть вы можете редактировать. Также электронный наш журнал открыт на редактирование. А тот файлик, который с заданиями, практическая работа, да, он открыт только на чтение, потому что это мое задание. То есть если вы задание даете ученикам, какое-то задание, то документ должен быть только на просмотр для них. А для остальных, а если уже что-то они выполняют в этом документе, какое-то задание, то тогда должен быть доступ открыт на редактирование. Вот здесь мы видим вверху, что можно делать с этим документом. То есть просматривать могут все, у кого есть ссылка. Можно редактировать могут все, у кого есть ссылка. Комментировать могут все, у кого есть ссылка. Ну, на самом деле я вам открыл доступ на редактирование, поэтому вы его редактируете. Дальше берем копировать ссылку. Вот она скопирована в буфер обмена. И если я сейчас эту ссылку вставлю сюда, вставить, вот посмотрите, какая она длинная получается и не помещается у нас в ячейку таблицы. Для этого есть программы-сокращатели ссылок. Одна из них, которую я вам предлагаю. Одна из программ сокращатель ссылок. Просто вы щелкаете по этой ячейке и потом переходите по гиперссылке. По гиперссылке переходите в эту программу. Сокращатель ссылок. Ну, на английском языке Google Chrome перевел. На самом деле ничего сложного нет. В верхнюю строчку вставляем нашу длинную ссылку, нажимаем кнопку «Создать», и мы получаем короткую ссылку, которую копируем. Либо вот кнопка «Копировать» уже есть, либо таким образом «Копировать» и вставляем в нашу таблицу. В нашу таблицу вставляем. Вот она, наша ссылка. Ну, единственное, надо ее потом как бы отформатировать. Вот таким образом. Все, ссылочка готова. Я проверяю. Ну, а вы, когда будете работать со студентами, вы проверяете. Проверяем вот эту ссылку. Раз. Она ведет на презентацию. Неправильно. Она должна вести на текстовый документ. Так, там ли я отметил? Еще раз. Да, презентация. Должен быть текстовый документ. Ну, а здесь? А здесь тоже презентация. Но здесь правильно. Значит, здесь правильно у нас она ведет на презентацию. Но, так, смотрим. ФИО обязательно на слайде. ФИО оставляем. Так, ну...
А у Сергеевой нету работы. А ссылка есть, как так? Светлана Валерьевна, ссылка у вас есть, а слайда нет в презентации. Так, ну на самом деле здесь как бы презентация у всех одинаковая, хотя ссылки вот формируются разные. Так, значит, проверяем у Карины Сергеевны. Так, Карина Сергеевна, здесь должен быть текстовый документ и информация. Карина Сергеевна информацию написала. Значит, мы ставим плюсик. Или закрашиваем в зеленый свет. Коллеги, смотрите, что здесь в любом документе, какой бы мы документ ни открыли, что здесь, что вот в нашем журнале сейчас, вот мы видим всех наших участников. Вот они все участники, да? В этом документе участники. В этом документе участники. И у нас здесь с вами есть возможность, вот я сейчас включаю, показать чат. То есть вы можете здесь, если что-то непонятно, задать вопросы. Так, сейчас грузится пока чат у нас. И вот я вижу всех участников, кто у нас сейчас есть. Ага. Просто написать привет всем участникам. Привет всем участникам. Пожалуйста, ответьте мне в чате, кто в чате в гугловской таблице, чата гугловской таблицы можно отметить. Ольга Николаевна, вы в Гугле, у вас есть гугловский аккаунт? Ага, все, понял. Вот вы уже написали мне его. Так, хорошо. Сейчас я его тоже вставлю в таблицу, чтобы у нас уже здесь все было нормально. Так, а правильно ли он у вас написан? Там Gmail. Угу, Gmail. Так, и вот, предположим, как вы можете открыть доступ очередному участнику. То есть у нас есть адрес электронной почты. Я беру «Открыть доступ» и вставляю сюда адрес электронной почты. Настраиваю на редактирование. Могу что-то написать. Приветствую вас. Отправить. Ну вот, поскольку я большую рассылку делал, он иногда спрашивает подтверждение. Если будет маленькая рассылка, то, в принципе, он подтверждение спрашивать не будет. Подтвердить. Так, почему-то gmail.com собака gmail. Почему-то странное. Правильно ли ваш адрес? Потому что что-то он ругается. Закончился. А у меня долго, наверное, до обеда даже больше. Это что не сайт один. Ну вот, Саша, мы сейчас нашли, обещал помочь. Начались.
Так, Ольга Николаевна, так. Ольга Николаевна, я вам сейчас письмо напишу. Проверка связи. Что-то он ругается на ваш аккаунт. Надя, ты пишешь, что ли? Точно. Ага, точно, хорошо. Выплатили, да. Ответьте мне. Ну, Не, хорошо, что-то адрес не найден. потом. Ваш адрес недействителен. Так, отозвать. Так. Ага. И сделать перерасчет, да? Отпускной. Перерасчет. И сделать удержание. Угу. Так, пробуем другой адрес. Они ведь оплачиваемые тоже, по идее. Ведь вот эти дни. Да, да. Я сейчас принесу этот указ, ага, тебе. Ага. Угу. Я напишу перерасчет пусть. Он на вебинаре и будет долго. И не может так говорить сейчас. Ага, хорошо, скажу. Так, ну вот сейчас вроде бы прошло. Отправил вам доступ к этой таблице. И открываю доступ также к практической работе. Здесь можно на просмотр, потому что это задание. И открываю доступ к документам. Там я, наверное, положил черновики и не хотел распечатать. Не распечатал. Там есть. Так, ставить. Портфолио. Это надо или нет? Как тогда отменить на печать? Так.
Так, ну вот как-то таким образом. Так, ну и при совместной работе с документами, коллеги, надо будет быть, конечно, внимательными. Так, Елена Николаевна вставила несокращенную ссылку. То есть сначала мы используем сокращатель, вот эту программку, и вставляем ссылку, длинную ссылку вот сюда. Длинную ссылку вставляем сюда. И сокращаем ее. Вот сейчас еще раз я возьму, копировать. Вставляем в сокращатель и создаем короткую ссылку. Вот она будет. Теперь опять копировать и вставляем уже в нашу табличку. Убираем жирное и убираем. Проверяем. Так, все работает у нас. Так, выделяем, делаем тоже жирненьким и вот таким образом. Так, и я закрашиваю результат в зеленый цвет. Так, Надежда Александровна, да, мы видели, что вы заполнили. Вот таким образом. Коллеги, создав учетную запись в Гугле, вы в том числе получаете аккаунт и на Ютубе. Ой, не то. Вы получаете аккаунт на Ютубе. То есть, если мы зайдем вот сейчас в почту и нажмем вот эти 9 кнопочек, это сервисы Гугла. Значит, смотрите, тут их достаточно много. Очень часто можно пользоваться сервисом переводчик. Здесь же есть сервис Google Диск. И сейчас, если вы нажмете и перейдете в свой Google Диск, то все документы, которые мы делали, они у вас должны появиться. Если они у вас не появились, также здесь в Google Диске вы можете создавать папки. И вот четвертое задание у нас, четвертое связано с фотоальбомом. Кстати, фотоальбом у нас тоже находится в сервисах. Вот он, фотоальбом. Так, фотоальбом здесь находится. И там надо будет загрузить 2-3 фотографии. 2-3 фотографии. И также открыть доступ к фотоальбому, используя эти фотографии. Вернее, доступ открыть нам всем, чтобы мы могли просмотреть ваш фотоальбом. Там все, в принципе, интуитивно понятно, и в том числе есть доступ к YouTube. То есть автоматически создается ваш аккаунт в YouTube, где вы можете создавать свой канал. И вот одно из заданий связано как раз с YouTube. Нам будет скачать какой-то ролик, поместить его в Google Диске и сюда вставить ссылочку на этот ролик в Google Диске. Так, да, вот значит, к сожалению, запись сегодня просмотреть будет нельзя, поскольку у ProofMe, значит, запись формируется только на следующий день. Вот на завтра эту запись я скачаю и могу выложить как раз в Google Диске и вот в этой нашей таблице. Поэтому до завтра записи
запись вы не увидите. Но можно, в принципе, в видеозале я укажу ссылочки, где мы уже проводили вебинары, которые можно будет сегодня просмотреть. Ну, как раз по Google диску, это вот сегодняшняя запись, то, что проводила Марина Анатольевна. Вот. Можно в видеозале, это сервисы Google. Эту запись можно использовать. Вот. Я по почте, давайте еще раз вам по почте отправлю ее, эту видеозапись. Так, и вот у нас появилась еще... Так, я увидел адрес. Вахнина присоединилась к вам. К сожалению, не знаю имя, отчество. Поэтому, если можно, кто-то в таблице, можно исправить имя, отчество, чтобы было понятно. Так, удаляем ссылку здесь. И я копирую. Коллеги, кто-то может исправить у Вахниной имя, отчество? Потому что она мне не писала ничего пока на почту. Я не получил от нее письмо. И, к сожалению, она не зарегистрирована у нас на нашем том ресурсе, с которым мы будем работать. Коллеги, осторожней с таблицей. Будьте осторожны с таблицей. Вахнина Елена Геннадьевна, Вахнина Надежда Николаевна. Это все правильно?
Так, это непонятная какая-то вставка. Так. Так, ну вот уже Евгения Александровна открыла доступ к альбому. В этом случае на почту приходит сообщение, что вам открыт доступ, и можно просмотреть этот альбом. Можно просмотреть этот альбом, и есть даже предложение присоединиться к нему. Ну, вот я присоединился, еще несколько человек присоединились. То есть можно просмотреть альбом. Так, ссылочка должна быть вставлена на альбом. Так, ссылочка на альбом вставлена. Проверим, работает ли она. Нет, ссылочка почему-то не работает, выдает ошибку. Не ту ссылку вставили. По-моему, в фотоальбоме можно ссылку брать прямо из адресной строки. То есть в фотоальбоме ссылка идет прямо из адресной строки. Можно отсюда вот ее брать. Вот эту ссылку и сокращать. Хотя, в принципе, если мы берем «Поделиться», то тоже есть как бы ссылка. В закладочке «Поделиться» мы можем ссылку тоже копировать. Вот у нас есть кнопка «Поделиться». И вот эту ссылку сокращаем и вставляем в таблицу. Пока это не работает ссылочка. Я закрашиваю в желтый цвет. Так, тоже неправильно ведет на презентацию, а должна вести на текстовый документ. Так, нет, значит, эта ссылка идет на другой документ у Евгении Александровны, поэтому надо, чтобы на правильный документ шла ссылка. Так, ну здесь презентация правильно идет. Презентация правильно идет, поэтому плюсик. Так. Так, Вахнины будут участвовать в обучении? Так, ну вот в колледже свет врубили. Так, проверяйте, правильно ли у вас все стоит, все ли нормально. Коллеги, давайте сейчас сделаем перерывчик. Так, Наталья Петровна спрашивает, правильно ли у нее ссылки вставлены. Наталья Петровна, значит, смотрите, у вас ссылка должна вести на текстовый документ «Расскажи о себе». Проверяем. Заходим, и у нас открывается презентация.
Поэтому я закрашиваю желтым цветом. Здесь должен быть текстовый документ «Расскажи о себе». А презентация вот здесь должна быть. Ну, проверим здесь. Здесь и так нормально у вас презентация. Так, если только ваш слайд здесь есть. Так, Хабарова. Да, слайд есть. Значит, здесь у вас получается правильно все. И мы закрашиваем зелененький цвет. Переделывайте то, что в желтом цвете. Значит, у нас должна быть ссылка. Ну, давайте посмотрим здесь фотоальбом. Тоже ошибка. Ошибка. У Евгении Александровны ошибка идет. Проверяйте, коллеги. Вы заходите по ссылке. У вас может быть доступ, у нас доступа нет. У нас доступа почему-то нет. Проверяйте, ищите ошибку, почему. Так, выдает ошибку, хотя в почте приходит все нормально. Попробуйте вот эту ссылку прямо из этой самой, ну-ка проверим, из адресной строки, попробуйте ее сократить и вставить. Ну вот все нормально, из адресной строки ссылка работает. Попробуйте ее сократить и вставить в альбом. Коллеги, посмотрите, появились ли у вас файлы, с которыми вы работаете в Google Диске. Если они не появились, для того, чтобы зайти в Google Диск, надо нажать кнопочку «Диск». Потому что следующее, пятое задание, вы должны будете работать с Google Диском. То есть здесь вы должны будете кнопочкой «Создать», либо создать файл Google документы, либо загрузить уже имеющийся какой-то файл у вас. Ну, можно загрузить материалы вашего курса, которые вы будете делать и использовать в работе уже отсюда. Можно в облачный сервис загрузить их, чтобы, предположим, не получилось так, что вы работаете в колледже, а документы забыли дома. Тогда, если у вас будет загружено в Google Диск нам дает 15 гигабайт свободного места, и если они будут здесь, то они вам будут доступны везде, лишь бы был интернет и какое-то устройство, тот же смартфон или телефон, с которого вы можете просмотреть все свои документы. Коллеги, давайте, наверное, сделаем сейчас 10 минут перерывчик и пойдем рассматривать следующую тему. Так, пятое задание про YouTube. Значит, вам надо взять какой-нибудь ролик на YouTube. Ну, например, давайте сегодняшний наш вот вебинар. Да, вот этот вебинар, который проводила Марина Анатольевна, он у нас в видеозале, он находится в видеозале, а ссылочку я вам тоже сейчас куда? Я вам ее поместил в этот самый, в чат. Ну, давайте ссылочку на вебинар мы тоже вот здесь оставим. Вебинар Марины Анатольевны Габовой. Вебинар Марины Анатольевны Габовой. И сюда вот эту я ссылочку помещу. Вот она, эта ссылочка. Значит, чтобы вы ее просмотрели. Здесь есть возможность перейти на YouTube. Вот он, этот вебинар. Предположим, нам его надо скачать. Для этого используются дополнительные сервисы. Либо мы вот эту ссылку берем и заходим с вами. Давайте я открою. Заходим с вами saveform.net. То есть вот этот ресурс save. Давайте я его, наверное, скопирую. saveform.net. Копировать. Вставить. И здесь мы должны вставить ссылку на тот ролик, который нам понравился. Вот в данном случае это вот этот ролик, который я хочу скачать. Запись вебинара Марины Анатольевны. Я ее вставляю.
Вставляю и нажимаю кнопочку «Скачать». Значит, сообщение у нас идет, что надо оставаться. Не найдена ссылка для скачивания. Странно. Странно, странно. Так. Секундочку. Саша, а вот я пытаюсь скачать через SafeForm вебинар Марины Анатольевны. Почему-то говорит, что не ссылка недоступна для скачивания. Не найдена ссылка для скачивания. А попробую себя. SafeForm, через Safe. Вот, который сегодня был. Ну, в 10. А у меня почему-то выдает, что ссылка не найдена для скачивания. Я с видеозала перешел в YouTube, и там беру ссылку из командной строки. Ну, из адресной строки. Правильно я поступаю? Еще раз копировать. А может сразу, может это, да, конвертация какая-нибудь. А может сейчас при мне прям, давай. Да, это я просто показываю, я сейчас тоже провожу вебинары, показываю, как можно скачать ролик с YouTube. Ну, в принципе, можно любой какой-нибудь другой взять. Так, ну давайте вот выступление Владимира Владимировича Путина. Скачается. Хорошо, ладно. Ну, попробуй все-таки. Так, выступление по поводу объявленных выходных дней, которые на следующей неделе нам предоставляется. Ну и попробуем вставить эту ссылочку сюда. Скачать. Так, дальше мы выбираем качество, с которым мы хотим скачать. Ну, вот тут два предложения, 360 и 720. Ну, выбираем 720. И вот уже мне на мой компьютер можно будет скачать уже, ну, давайте в загрузке я скачаю обращение Путина. Так, оно, показать в папке, оно скачалось. Вот, занимает 72 мегабайта, и сейчас я его загружаю в Google Диск. То есть вот открываю Google Диск, мой диск. Значит, вот здесь у вас в Google Диске недавно открывавшиеся документы будут, а здесь другие документы. Если вы хотите, вы можете создавать папки и классифицировать свои документы по папкам, раскладывать по папкам. Ну вот у меня есть папка 1 СГПК преподаватели. В эту папочку я положу. Один я взял, чтобы оно у меня не убежало. У меня папок достаточно много. Вот все здесь как бы, чтобы оно было сверху и удобнее было работать. Поэтому я сделал с цифрой 1. И загружаю сейчас этот файл. Он у меня находится в загрузках. Загружаю его. Вот оно, обращение Владимира Владимировича Путина. Загружаю его на Google Диск. 72 гигабайта, видели? Вот оно постепенно загружается. И сейчас мне будет, что загрузка завершена. И в принципе с Google Диска я его могу теперь просматривать. Еще обрабатывается. Видео обрабатывается. Вот. В принципе, я его могу просматривать. Дальше ваша задача открыть доступ. Вот. Копировать ссылку. Скопировалась ссылка. Переходим в сокращатель. Сокращаем и вставляем эту ссылочку вот сюда. На ваш видеоролик. Вот такую работу по 6-му заданию надо будет проделать. Коллеги, давайте, значит, сейчас перерывчик. Ну, давайте минут 15 перерыв. Чай успеете попить за 15 минут? Значит, 15 минут перерыв.
Так, вопрос Анастасия Черных спрашивает, если установлена программа, нет проблем, скачивайте, ради бога. Да, вы помещаете потом, загружаете в Google диск, скачиваете этот ролик. Так, Наталья Петровна, да, все правильно вы описываете действия, но я не пойму, почему у вас там появляется презентация. Проверьте, пожалуйста, еще раз. Не пойму. Так, это задание 6 про YouTube. Так, Светлана Сергеева. Светлана Сергеева. Так, давайте посмотрим, почему вам недоступен. Так, Сергеева Светлана. Сергеева Светлана. Так, сейчас я проверю. Вроде бы доступ. Посмотрим доступ. Кому открыт доступ у нас? Так, Светлана Сергеева. Светлана Кузнецова. Действительно, у вас нет доступа к журналу, поэтому сейчас я его открою. Так, значит, мне надо открыть доступ Вахтиной. И вот сюда сейчас тогда эти фамилии вынесу, вставить. Мне надо открыть второй Вахниной, копировать, вставить. И я не пойму, почему. Значит, я нет. Кому еще доступ не открыл, коллеги? Кому я еще доступ в чате ProfMe можно написать, или можно здесь в чате написать, кому я еще не открыл доступ. Копировать, настройки доступа, вставить, отправить. Так, Б, Е, Р, Е, Е, Р. Подтвердить. Так. И, наверное, тогда надо открыть... Так, готово. И открыть, наверное, тогда к проектам, да? К практической работе. Вставить здесь на просмотр. Подтвердить документ. Так, и, значит, расскажи о себе. Хотя вы, наверное, уже там по ссылке взяли у кого-то других, да? Подтвердить, ставить. И презентация. Так, итак, значит, открыл доступ я. Открыл доступ. Коллеги, перерыв 15 минут и встречаемся тогда в 12:20. В 12:25. Кто еще не зарегистрировался на сайте edu.rcom, надо зарегистрироваться. Сейчас мы перейдем на него.
Кто не зарегистрировался, можете свой гугловский адрес использовать там при регистрации. Хотя можно и... Так, еще раз. Может, что-то там закешировалось с памятью. Итак, у нас есть документ. Вот документ вот этот, да? Нет, это практическая работа. Ага, вот этот документ у нас есть. Так, сейчас я здесь позакрываю окна. Вот так, это задание. Так, где у нас? Вот он документ. Угу. Настройки доступа. Копировать ссылку. Так, где у нас не открыт нигде сокращатель. Сокращатель. Сокращаем. Вставить. Создание короткой. Вот она короткая. Копировать. И сюда вставляем. Вставить. B10. Удаляем комментарий. Удаляем примечание. И проверяем. Ну вот сейчас все нормально. Все нормально, работает. Не знаю, почему у вас не получалось. Нормально работает. Не забывайте форматировать. Тут 10-й шрифт оставляем. 10-й шрифт. Так, это у нас будет фотоальбом. Фотоальбом. А тут идет опять на презентацию. Идет на презентацию. Неправильно. Удаляю я просто эту ссылку. Итак, фотоальбом, делаем ссылочку, берем из адресной строки. Тоже нет доступа, нет разрешения. Нет разрешения. То есть что-то с разрешениями надо делать. Так, ну у кого на альбом есть еще? Ну, давайте так. Здесь на Google Диск. На Google Диск пошло. Ну, как бы, все-таки немножко не то. Немножко не то. Надо сразу, чтобы на фотоальбом. Вот как здесь. Вот как здесь у Евгении Александровны. Вот у Евгении Александровны правильно сделана ссылка на фотоальбом. Здесь проверим еще. Здесь с ошибкой. Здесь с ошибкой. А здесь работал. Это то, что мне по почте пришло. То есть по почте пришло нормально. А из таблицы не получается. Уже вот я говорю, вот эту давайте сократим. Копировать. Сократим эту ссылку. Сократим эту ссылку и вот ее вставим. Тоже с ошибкой. Тоже с ошибкой. Почему? Вот я ее попробовал копировать и вставил в другое место. Сейчас я ее сокращаю.
Ну, вставляю сразу сюда. Здесь сейчас нормально работает. Сейчас нормально работает. Коллеги, перерыв. Коллеги, ну, продолжаем нашу работу. Я думаю, мы сегодня еще где-то в течение часа поработаем, ну а потом вам предстоит как бы самостоятельная работа. Итак, мы переходим на платформу edu.ercomi.ru. Вам на ней надо было зарегистрироваться. Многие зарегистрировались, но кого-то я не нашел. Итак, edu.ercomi.ru. Значит, это платформа для создания дистанционных курсов в среде Moodle. Значит, вы видите сейчас вот такую картинку, потому что я зашел как администратор сервера, и у нас вот вы видите только две категории: образование и образование граждан. Кстати сказать, я не спросил, все ли готовы к работе. Коллеги, поставьте плюсик, кто у нас сейчас есть из участников, потому что кто-то уже отпросился, надо было идти срочно на совещание. Итак, кто у нас есть сейчас, плюсики поставьте, пожалуйста. Надежда Александровна отпросилась. Так, 3 человека. Кто еще? Чтобы я понимал. Так, Ольга Николаевна, вы зарегистрировались на edu.ercomi.ru? Потому что я вас не нахожу там почему-то. Почему-то не нахожу. Хотя есть какая-то Калинина Ольга. Адрес электронной почты Олг Калинина 1995. Но сейчас еще попробую в другом месте найти. Так, я включаю демонстрацию рабочего стола. Итак, вот у нас наш этот ресурс. Я говорю, что вы сейчас видите, у меня тут 5 категорий, но 3 категории скрыты, они синим цветом. У вас отображаются только 2 категории: образование и образование граждан. Ну, значит, дистанционная система Moodle имеет вот примерно такой вид. Ваша система немножко другой вид там, когда вы заходите в свою систему дистанционного обучения, она немножко другой вид имеет, но принцип везде одинаковый. Итак, у нас есть категории курсов. В категориях курсов еще есть, бывают подкатегории курсов, но вам, в принципе, вот это вот как бы знать не обязательно, поскольку у вас уже будет в какой-то категории, в частности, в студенты профессионального образования, будет уже создана категория, в которой вы будете просто размещать свои курсы. Итак, в студентах у нас есть тестовая площадка для создания курсов. Тестовая площадка для создания курсов. И вот здесь уже есть кое-какие курсы. У нас проходили обучение слушатели. И как бы ряд курсов уже есть. Вот если мы нажимаем на буковку «И», мы видим более подробную информацию о том или ином курсе. Значит, в первой закладочке дополнительные материалы по среде Moodle. Вы здесь тоже можете посмотреть эти дополнительные материалы, которые, возможно, вам понадобятся. Их тоже вы сейчас как разработчики, у вас доступ, в принципе, к этим материалам тоже будет. Значит, как видите, значит, курс разделен на какие-то части, о которых мы сейчас будем говорить. И внутри каждой части курса, ну, другими словами, это могут быть какие-то
какие-то темы, да, это темы урока, предположим, или занятия, и в нем что-то будет, какой-то материал будет лежать. Какой материал, мы тоже сейчас это с вами разберем. Коллеги, всем ли понятно то, о чем мы говорим? Да, Наталья Петровна, да, мы заходим сейчас в единую систему дистанционного обучения. Заходим в единую систему дистанционного обучения. И, коллеги, когда вы сейчас зайдете в эту систему, зайдите в свой личный кабинет. Вот сейчас я зашел в свой личный кабинет, и тут есть кнопочка «Редактировать информацию». Редактировать информацию. Добавьте свое отчество. При регистрации у нас не предусмотрено отчество, поскольку на этом сайте работают еще и дети, сейчас ваши студенты будут, и поэтому для них мы как бы в регистрационной анкете не стали заполнять отчество. Ну, а вам, как педагогам, надо будет заполнить отчество еще. Желающие могут добавить еще и аватар. Так, желающие могут добавить вот дальше изображение пользователя. Вы можете загрузить изображение, и появится ваш аватар. На самом деле здесь можно еще много кое-чего, дополнительную информацию какую-то внести, интересы, информацию о профессии и так далее. После того, как вы добавите отчество, вам надо будет обновить профиль. То есть, вот видите, у меня аватар, то есть меня видно и как бы видно мое имя. Здесь же мы можем с вами переписываться сообщениями. Здесь вот есть кнопка «Сообщения», и мы с вами можем переписываться сообщениями, используя эту кнопку. Итак, я возвращаюсь на главную страницу. Все ли перешли в электронное образование? Ну, сайт, дистанционный сайт электронного обучения. И Ольга Николаевна, я жду, когда вы зарегистрируетесь на этом сайте. Сейчас я попробую вас, конечно, найти. Может быть, вы и зарегистрировались. Для этого я захожу в администрирование. У вас этой кнопки, скорее всего, нет. Здесь есть закладочка «Пользователи», «Учетные записи», «Список пользователей». И попробую вас найти сейчас. Фильтр вставлю. Так, вот есть Калинина Ольга, но это, по-моему, не вы, потому что 47 дней назад этого Калинина Ольга работала. Так, поэтому, Ольга Николаевна, я жду, когда вы зарегистрируетесь, и мы двинемся дальше. Итак, на сегодняшний день я вас сейчас дал вам права создателя курса в категории вот, студенты профессионального образования, тестовая площадка. Вот в этой категории я вам дал роль создателя курсов. Поэтому у вас есть кнопочка «Добавить курс». Итак, давайте посмотрим, как мы можем добавить курс. Кнопку нажимаем «Добавить курс», и открывается окно для настройки курса. В принципе, первоначально вы можете здесь особо много и не писать. Например, я буду создавать курс там информатика и ИКТ. Предположим, сокращенно ИКТ можно. То есть полное название, сокращенное название. Обратите внимание, возле каждого наименования есть знак вопроса. Наведя на знак вопроса, в принципе, вы получите краткую справку о том, что это будет. Дальше, категория курса не меняем, здесь и остается. Хотя, если вам в другую категорию надо, вы можете перенести в другую категорию, выбрав из имеющихся. Но она у нас в тестовой площадке. Видимость курса – показать, скрыть. Коллеги,
в чате поставьте плюсики. Вы меня слышите, понимаете, чтобы я понимал, что мы вместе работаем. Так, Елена Николаевна, что вы не поняли? Да, мы перешли уже в единую систему дистанционного обучения и будем работать сейчас уже все с Google сервисами пока закончили. Дома самостоятельно вы доделаете. Дома самостоятельно доделаете. Вот, мы перешли вот сюда. Переходим все сюда, коллеги. edu.arcomi.ru. На эту платформу. Так, дальше мы заходим. Дальше мы заходим по следующему. Так, зашли? Нет, на платформу. Давайте ждем. Жду. Коллеги, все готовы? Кто не готов, минус поставьте. Кто не понял, минус поставьте, потому что большинство поставили плюс в предыдущий раз. Так, хорошо, Наталья Петровна зашла. Еще кто? Кто минус поставьте, кто не зашел. У кого не получилось, ждем. Итак, зашли. Вот у вас картинка. Вот эти две красные будут. Кстати, цвета вы можете здесь менять. Цвета можете менять, подобрав себе нужный цвет. То есть вот здесь вот у вас есть специальные возможности, и в специальных возможностях можно поменять, изменить цвет отображения картинки. Заходим в образование граждан, в образование. Заходим студенты профессионального образования. Значит, мы видим, что здесь кое-какие курсы уже есть. Вот в математике, для математика уже есть. Вот на втором курсе только есть математика. Березина Наталья вот тут разрабатывала, правда, она сделала только две темы. Две темы. На большее, наверное, пока не хватило. На самом деле это достаточно трудоемкий труд и достаточно... Вот. В остальных, вот в информатике есть, видите, да? В информатике есть курс для первого курса. Основа алгоритмизации и программирования. Ничего не сделано. Просто попросила меня Евгения Александровна создать, но пока времени, видать, не хватает что-либо наполнять. И в спеццикле тоже есть вот разделы, но, к сожалению, они тоже пока не наполняются. Пока не наполняются. Вот, значит, мы с вами будем работать. Можно переходить из одной вкладочки в другую, можно использовать вот это меню. Мы будем в тестовой площадке для создания курсов. Здесь. Зашли вы в тестовую площадку, коллеги? Мы будем на тестовой площадке. Итак, мы на тестовой площадке. Здесь уже есть кое-какие курсы. Ну, они все пробные. Что означает вот значок «И» возле каждого курса? Описание. То есть вы вот здесь вот, кто учитель, и краткое описание, для кого рассчитан курс, на сколько часов и все прочее, это вы можете дополнять. Вот. Значит, вы сейчас в этой категории создатели курса. Поэтому у вас доступна кнопка «Добавить курс». Прежде чем добавлять курс, ну, потом дома посмотрите дополнительные материалы по Moodle. Здесь, в принципе, целый курс по Moodle. Можно будет посмотреть, его проработать уже самостоятельно. Мы за 2 дня как бы мы все не успеем сделать, поэтому больше времени уйдет, конечно же, на самостоятельную работу. Хорошо, если мы 5-6 инструментов рассмотрим, то это будет хорошо. Ну и этот курс у нас будет как образец. То есть вот мы будем размещать какие-то курсы, это будет как образец у нас. Значит, для того, чтобы добавить курс, нажимаем кнопочку «Добавить курс». Открывается вот окно, где вы должны заполнить некоторую информацию о курсе. Сейчас я покажу, а потом вы все попробуете. Пока я буду там другим заниматься, буду добавлять вас в другой курс еще, вы попробуйте этот. Ну, название курса – информатика.
и ИКТ. Краткое название курса ИКТ. Кто-то из вас уже определился, мне отписались с курсом, значит, здесь вы пишете вот это название. Значит, если вы, значит, вот здесь в пробной версии, в пробном курсе сделаете, отладите, все нормально у вас будет работать, потом мы его перенесем уже как бы в боевую версию для студентов. Итак, категория курсов не трогаем, остается. Видимость курса, конечно, вы видели, вот у нас 2 категории были красные, 3 синие на главной странице. То есть я как бы скрыл те категории, которые, и они, конечно, не будут отображаться. То есть пока вы курс делаете, вы можете его скрыть. Или пока он вам не нужен, чтобы не запутать там студентов, предположим, вы можете его скрыть. Тогда для вас он будет виден, вы его можете дорабатывать, но студенты видеть не могут. Дата начала курса и дата конца курса. Если мы это включаем, то вот эти работают. То есть мы можем включить, когда курс начинается, и он будет доступен, и когда он заканчивается. Если мы не хотим этого делать, мы выключаем вот эту галочку. То есть курс будет пока, неизвестно, то есть он неограниченное время будет работать. Идентификатор, номер курса пропускаем. Дальше здесь идет описание, что этот курс на столько-то часов, то есть краткое описание, краткая аннотация вашего курса можно взять из пояснительной записки. Из пояснительной записки берем описание нашего курса и так далее. И так далее. То есть описываем наш этот курс. Здесь тоже лучше копировать, конечно, из Word можно вставлять с помощью копирования, но, тем не менее, есть какая-то панель инструментов. Вот по стрелочке я ее раскрыть могу вот так. Есть панель инструментов для редактирования. То есть в том числе здесь можно рисунки вставлять. То есть вордовская фактически панель для редактирования. Выравнивание можно делать и так далее. Не очень насыщенная она, будем говорить так, но кое-что есть. Итак, описание курсов. Мы можем прикрепить какие-то файлы. Предположим, можем прикрепить учебную программу, да, или что у вас там. То есть сам файл можем прикрепить. Можем прикрепить изображения, там, рисунки какие-то. Украсить, будем говорить так. Остальное, в принципе, можно пока не трогать. Остальные, вот здесь, если мы будем нажимать, оно будет разделяться. В принципе, формат курса вот надо. Как он у вас будет? Формат курса надо тоже настроить. Он будет по темам или по неделям. То есть можно по темам, по неделям. Или это будет один единственный элемент курса, больше в нем ничего не будет. Или это будет форум. То есть выбираете здесь, смотрите сами, либо по темам, либо по неделям. Количество разделов тоже вы можете уже предположить, сколько у вас будет разделов. В крайнем случае, у меня 4 стоит, потом, если надо, вы добавите. В каком виде? Полностью невидимый или в неразвернутом виде. То есть вот это можно тоже настроить. И дальше мы нажимаем кнопочку «Сохранить» и «Вернуться». Сохраняем и возвращаемся. Так, краткое уже используется. ИКТ-1 я наберу. ИКТ-1. Уже где-то есть такое краткое название, поэтому не дает мне это сделать. Я сохраняю и возвращаюсь обратно в категорию тестовой площадки. Так, посмотрю, что у нас в чате. Значит, данные о начале курсов вы не уберете, а чуть ниже галочку – это конец курса. А начало, как вы вот создали, так он, получается, и будет начало. В крайнем случае, там потом можно дату поменять. То есть она доступна для смены даты. В некоторых курсах можно галочку убрать, и дата начала, и дата конца не работает, а здесь действительно почему-то дата начала не убирается галочка. Но вы можете поменять там эту дату, которая есть. В крайнем случае.
Итак, вот он, мой курс появился, информатика, ИКТ, появилась буковка И, информация об этом курсе. Так, у кого-то получилось добавить новый курс? То есть вы создаете здесь как бы свой курс. И когда мы зайдем в этот курс, мы увидим, вот я 4 темы как бы там обозначил, и эти темы здесь есть. Коллеги, доделываете или будем двигаться дальше? Наталья Петровна, как ваш курс называется? Ага. Ага, вот я вижу психология и еще один курс специальных. Да, давайте договоримся, что вы пока, чтобы я мог ориентироваться, не будете включать «Показать курс». Пусть он будет скрытым. Так, любой созданный курс, когда вы зайдете, можно редактировать настройки. То есть если что-то вы написали не так, ошиблись, когда вы в него зайдете, эти настройки, о которых мы сейчас говорили, можно отредактировать. Итак, еще раз. Вот у нас 3 курса созданные пока. Значит, да, уже вот Евгения Александровна добавила себя как учителя. Отлично. Так, Наталья Петровна тоже добавила себя как учителя. И описание есть. Значит, кто еще не понял, значит, итак, когда мы зайдем в курс, мы можем здесь добавить пользователей. Мы можем добавить пользователей, записанные на курс пользователей. И здесь вот записать пользователей на курс. Также вы будете записывать сюда и студентов. Вот, ищем сейчас Лешок. Ну вот Лешок Вячеслав Алексеевич. И роль будет роль учитель. Роль учитель. А студентов, когда вы будете добавлять, так же самое, это будут учащиеся. Запись пользователей на курс. Так, возвращаемся в ИКТ. Возвращаемся в курсы. Возвращаемся. Образование, студенты, тестовая площадка. Ага. Так, это кто у нас сделал МКД? Анастасия Черных. Анастасия Черных. Коллеги, зайдите в курс и исправьте, не показывать, чтобы он синим был. Не будет, чтобы я ориентировался, что это ваши курсы. То есть надо зайти в курс, так, и редактировать настройки, убрать кнопочку «Показать». Так, и еще Анастасия, отчество сейчас вспомним. Анастасия Владимировна, зайдите в свою учетку, в свой личный кабинет и добавьте имя, добавьте отчество. Надо зайти вам в личный кабинет, редактировать информацию и добавить отчество. Так, итак. Так, еще один курс у нас появился. Отлично, отлично. Даже вот с рисуночком. Карина Сергеевна, тоже надо зайти вам в свой личный кабинет. Вот здесь вверху щелкнуть и отредактировать, вставить отчество. Отлично. Появился даже с рисуночком. Значит, остальные тоже могут. По-моему, вы все можете зайти в каждый, ну, у друга курсы и просматривать, как у кого что получается. Режим редактирования. Ну, вот здесь я тоже пока скрою этот курс. Пока скрою этот курс. Так.
Так, итак, у нас сейчас уже есть 1, 2, 3, 4 курса. Есть еще кто-то, кого-то ждать нам или нет? Коллеги, Светлана. Так, а Светлану Сергееву я не добавил. Так, Светлана Сергеева. Так, вы не были зарегистрированы. Сейчас зарегистрировались или нет? Светлана Сергеева. Есть Светлана Сергеева, но вот я не знаю, это вы или не вы. Электронный адрес s-сергеева@mail. Светлана Валерьевна, вы меня слышите? Это вы или нет? Светлана Сергеева, адрес электронной почты s-сергеева@mail.ru. Верно? Еще раз плюсик поставьте. Плюсик еще раз поставьте. Да, значит так, я вас добавляю тогда, если это вы. Зайдите в личный кабинет, добавьте отчество. И я вас добавляю, вы теперь тоже имеете права на создание курсов в категории тестовая площадка для создания курсов. Итак, еще раз, это образование, студенты профессионального образования, тестовая площадка для создания курсов. Тестовая площадка для создания курсов. Итак, курс у нас создан уже. Вот, информацию мы о нем можем посмотреть. Следующий шаг – это будет у нас наполнение курсов. Следующий шаг – это будет наполнение курса. Так, мы, наверное, сделаем и здесь чат, но в крайнем случае вы всегда можете написать мне сообщение. То есть вот где аватарка, по стрелочке щелкните, и здесь есть сообщение. Сообщение. Дальше вы в поиске набираете мою фамилию, Ляшок, и он вам выдаст. Там 2 у меня учетные записи. Используйте запись, которая, если вдруг вопросы появятся. Пока у нас чат идет, в принципе, можно в чате задавать. Но на будущее, когда вот будете самостоятельно работать, тут 2 учетные записи. Так, вот какая из них, почему без аватарки? По-моему, нижняя. Не в сети. Значит, не нижняя, значит, верхняя. И тоже не в сети. Ничего не понял. Так, а где у меня тогда нормальная? Ляшок Вячеслав Алексеевич. Что-то он не находит мою нормальную запись, что ли. Попробуйте вы найти мою учетную запись. Мне вообще ничего не пойму. Почему-то не находит меня. Так, ладно. Сейчас мы тогда сделаем где-то чат. Ну, в принципе, мы можем чатиться и вот здесь, в таблице в нашей. Таблица у вас тоже наверняка открыта. Если что, можно задавать здесь вопросы. Потом с чатом разберемся. Так, ну, скорее всего, наверное, что-то не туда пошло. Почему-то не находит он меня. Хотя нет, вот есть какие-то... Да, есть нормально. Я получил ваше сообщение. Да, есть сообщение. Да, есть сообщение.
То есть можно писать, в принципе, друг другу можно друг другу писать сообщения. Так, значит, ну что, давайте потихонечку двинемся дальше, да? Мы двинемся немножко дальше. Так, значит, вот у нас появилось еще несколько курсов, да? Так. Елена Николаевна создала курс. Елена Николаевна, тоже зайдите в свою учетную запись и добавьте отчество. Коллеги, кто не добавил еще отчество? Карина Сергеевна, отчество не вижу. Ага. Анастасия Владимировна добавила отчество. Так. Так, и психология у нас. Наталья Петровна отчество добавила. Отлично. Отлично. Можно двигаться дальше, да? Можно двигаться дальше, и мы двигаемся дальше. Итак, вы зашли в курс, теперь нам надо размещать, в нашем курсе надо размещать материалы. Кстати, есть доска объявлений, вот, доска объявлений, и можно использовать эту доску тоже. Итак, нам надо отредактировать теперь. Посмотрите, под аватаркой зеленая кнопочка у вас, режим редактирования. В принципе, она здесь вот есть вот в этом меню. Режим редактирования. Когда уже ваш курс будет создан, также вы здесь можете добавлять пользователей. Кнопочка «Пользователи» и записанные на курс пользователи. Вот сейчас я пока один. Но когда ваши студенты зайдут на этот ресурс тоже и зарегистрируются, когда вы нажимаете кнопочку «Записать пользователей» и набираете фамилию, ну вот Петров, например, то слишком много пользователей для отображения, честно говоря, вот в этом случае я пока не знаю, что делать. Ну, например, Филиппов. К сожалению, он не находит. Так, ну ладно, потом разберемся чуть попозже. Ну, например, Жукова. Так, Жукова Надежда Александровна. И вот здесь мы нужного человека уже потом ищем. Почему-то так. Да. Может, каким образом я уже курсорными клавишами. Жукова Надежда. Выбираем. И дальше присваиваем роль. Учащийся, учитель. Но это будет учащийся. Так, вот я Жукову Надежду Александровну записал на свой курс в качестве учащегося. В качестве учащегося. Таким образом добавляете сюда участников курса. Дальше. Можно поступить по-другому. Когда вы заходите в пользователей, здесь есть способы зачисления на курс. Самостоятельная запись, гостевой доступ и вручную. Вот сейчас у нас включена запись вручную. Видите, глазик горит, а у этих двоих глазик не горит, перечеркнут. Значит, ну, во-первых, здесь вы можете стрелочками перемещать. Вот, значит, ну, если это у вас действительно открытый курс, то можно открыть гостевой доступ. Тогда любой участник может заходить на ваш курс и делать все, что угодно. И еще один вариант – это может быть самостоятельная запись на курс. То есть вот сейчас может поддерживаться и самостоятельная запись, и зачисление вручную. Смотрите, когда я включил самостоятельную запись, давайте посмотрим, что у нас произойдет, когда мы будем на главной странице видеть
видеть свои курсы. Вот информатика. Видите, появилась стрелочка, и вот еще у Карины Сергеевны тоже появилась стрелочка, что этот курс доступен для самостоятельной записи. И когда студент его нажмет, появится окно, в котором будет написано «Записаться на курс». И у меня вот самостоятельная запись. Давайте мы еще попробуем и посмотрим, если мы включим гостевой доступ. Мы можем все три включить. И будет доступ и гостевой в том числе. А как в этом случае будет, что у нас будет видно? Вот у меня сейчас тоже появился замочек. То есть замочек говорит о том, что доступен гостевой доступ, самостоятельная запись доступна и описание. Видите, гостевой доступ не будет учета, может быть, отметок мы не сможем поставить, оценивать. И не будет видно прохождение, как проходится этот курс. И так далее. Вот. Ну, пока, пожалуй, вот из этого всего, что здесь есть, нам понадобятся потом только отчеты. Отчеты, где мы будем видеть, каким образом там у нас наши слушатели проходят обучение. В отчетах будет. Так, так, хорошо. Итак, теперь наша задача наполнить этот курс. Наполняется курс в режиме редактирования. В режиме редактирования мы видим, что возле каждой темы появился карандашик, появилась кнопочка «Редактировать». Тут есть тоже возможность выделить тему, скрыть тему. Возможно, пока она не нужна, тогда мы ее скрываем. Вот, и она будет вот таким черным, да, и скрыта от студентов. Студент видеть этого не будет. Когда вы будете редактировать, у вас всегда есть возможность переключиться к роли. Вот я навел на аватарку, вот здесь на стрелочку, переключиться к роли. И в данном случае к роли учащегося, например. Вот. Ну, тема видна, но тема недоступна в данном случае. Ну и чтобы посмотреть, как будет ваш курс видеть ученик, вы вот можете переключиться к роли. Ну и, соответственно, когда надо продолжить редактирование, мы возвращаемся в наш режим, в режим преподавателя. Итак, карандашик возле темы говорит о том, что мы можем тему отредактировать. Устройство ПК. Вот я тему отредактировал. Дальше. Я могу темы поменять местами. То есть вот здесь за вот этот значок я могу перетягивать темы куда хочу. Редактировать. Но пока наша тема пустая, да, я сейчас, и в том числе, если она вдруг мы там что-то не нужна стала, можем удалить. Ну, это последний уже шаг, последний вариант. Коллеги, все ли понятно? В чате, пожалуйста, плюсики поставьте. Может быть, не успеваете или что-то там как-то. Так, нормально. Карина Сергеевна, нормально. Так. А кто каким временем еще располагает? Сколько мы с вами еще будем работать? Так, Наталья Петровна не успевает немножко. Хорошо. Догоняйте. Сколько у кого времени еще есть? Нужен ли перерыв? Мы можем сейчас сделать перерывчик минут на 10 и попить чайку, например, и продолжить еще, если надо. Неплохо, если бы были у вас веб-камеры, вы бы могли включиться тогда. Кстати, у Google, в принципе, есть возможность. У Google есть такой сервис, называется Hangouts.
Вот, это видеосервис. В принципе, его можно было бы использовать для общения нам. Мы могли бы его использовать для общения. Может быть, давайте как-то... Так, нет, на сегодня не остановимся. Я хотя бы вам дам сейчас, расскажу еще, как создавать хотя бы один элемент, лекцию, чтобы вы могли уже дома вечером хотя бы что-то сделать и наполнить. То есть сейчас я покажу элементы, которые... Тогда хорошо, раз 30 минут, давайте 30 минут. У нас есть 30 минут работаем, и дальше у вас будет вечером самостоятельная работа по наполнению уже материала. Итак, двигаемся дальше. Да? Мы сейчас в режиме редактирования, мы отредактировали тему урока, и теперь мы можем добавлять элементы. Элементы можем добавлять, как в объявление. И вот здесь, кстати, можно было бы добавить элемент чат. Элемент чат, чтобы была возможность у нас с вами там задавать вопросы в чате. Так, ну давайте я его добавлю в своем курсе. Коллеги, если вдруг что-то будет непонятно, я добавляю чат в своем курсе информатика. Назову его «Это наш чат». Сыктывкарский государственный СГПК. Сыктывкарский СГПК, правильно? Колледж. А Г как расшифровывается? Педагогический. Гуманитарно-педагогический колледж. Привет. Давайте сделаем я в своем курсе чат. Ну и в принципе больше ничего не буду настраивать. Принцип вы уже увидели. Вот он, чат появился. И можно будет, я завершить редактирование нажимаю. Коллеги, можете зайти в мой курс информатика и ИКТ и что-то там написать. Войти в чат. И будем здесь мы с вами чатиться. Привет всем. Если вдруг, потому что мне неудобно переключаться, я не вижу чат, который идет у нас в этом. Коллеги, всем ли понятно? Надо зайти в раздел «Информатика и ИКТ» в мой курс и зайти в чат. Это окошко я могу как бы вот здесь где-то держать и видеть, чтобы вы мне отвечали, а то я не вижу, в принципе, могу вынести, конечно, чат из этого, но тем не менее. Ладно, двигаемся дальше. Итак, вот вы в своем курсе можете создать чат, и кнопочка «Вернуться в раздел «Общее», мы возвращаемся в раздел «Общее». Итак, перехожу еще раз в режим редактирования. Перехожу в режим редактирования. И практически в каждой теме есть «Добавить элемент или ресурс курса». Итак, в Google есть элементы курса, а есть ресурсы. Элементы курса: анкета, база данных, вики, внешний, глоссарий, задание, лекция, обратная связь, опрос, пакет Scrum, простой сертификат. Вот этого не было, появилась геймификация. Рабочая тетрадь, семинар. Значит, ну, сразу скажу, что из этого достаточно сложное. Достаточно сложно. Ну, наверное, нам не нужны вики-страницы будут. Не знаю, посмотрим, может быть, базы данных, и мы не успеем об этом поговорить. Но самые такие распространенные, это можно задавать, предположим, входящее анкетирование, использовать анкету. Это глоссарий, это задание, это лекция, это обратная связь, возможно, опрос. Пакет Scrum
сложный элемент делается в специальной программе. Эта программа платная. Есть бесплатные там демо-версии 90 дней. Вот этот, пример этого, вы, наверное, смотрели учебные курсы анимационные какие-то. Вот это с анимацией все связано. Выскакивает там, то есть фактически это видеокурс. Это видеокурс. Сложный элемент, и, наверное, это будет, может быть, не сегодня, может быть, осенью. Попробуем с этим пакетом разобраться. Но для этого вам надо покупать стороннюю программу, в которой этот пакет делается. Рабочая тетрадь. Это рабочая тетрадь, в которой студенты могут какие-то записи делать. Семинар. Тоже сложный элемент. Сложно его готовить. Это когда какие-то материалы студенты выкладывают для просмотра друг другу. Преподаватель назначает, кто у кого что проверяет. Они свои рецензии дают. И когда во время семинара идет вот такое обсуждение, онлайн-обсуждение, переписываются, ставят отметки. Тоже достаточно сложный элемент, поэтому, не знаю, дойдут ли у нас до этого руки. Это, по крайней мере, еще нужен там часов 6, чтобы разобраться с семинаром. Тест наиболее распространенный. Форум-чат. Чат я добавил, вы видели. Можно сделать форум. И ресурсы. Это может быть гиперссылка. То есть это ссылка на тот же YouTube, предположим, да, или ссылка на какой-то сайт. Книга. Книга, то есть это практически то же самое, что и лекция, многостраничный какой-то файлик, да. Пакет МС содержимого, честно говоря, тоже новый элемент появился, и я с ним еще пока не разбирался. Папка – это если вы хотите ряд документов сложить для студента по той или иной теме. Предположим, вы создаете папку, и, как обычно, на компьютере вы в нее загружаете документы, так и здесь. Пояснение. Этот инструмент используется между заданиями, предположим, какие-то пояснения надо делать. Страница – это обычная веб-страница, которая может содержать видео, рисунки и так далее. И файл, если вы прикрепляете файл. Вот вы, создав папку, можете в папку прикрепить несколько файлов. Коллеги, если мы щелкаем по анкете, то вот здесь идет описание. Идет описание, краткое описание, а потом, если подробнее, вы по каждому элементу можете прочитать, посмотреть, что означает каждый элемент. И если сейчас, я вот сейчас выйду из своего курса, и то, что мы говорили, есть уже сделанный курс здесь, лежит, значит, это курс «Дополнительные материалы по Moodle». Вот если на него посмотреть, то смотрим, что каждый элемент означает. Значит, это прикрепленный файл в PDF-формате. Если я его щелкну, открывается в отдельном окне, это мы можем настроить, работа в системе дистанционного обучения Moodle. Значит, будет время, почитаете. И здесь же у нас есть возможность его скачать. Значит, если понадобится, мы можем его скачать. Дальше объявление. Дальше идет, вот здесь вот идут дальше. Это, возможно, пояснение. Нет, это даже, когда мы заходим в редактировать тему, мы вот здесь вот пишем при теме введение в курс, и идет пояснение к этому разделу. Идет пояснение. Вот. Дальше пошли элементы. Вот, вы видели, что это у нас уже ссылка на какой-то видеоролик в данном случае, да? Это ссылка на, это вставлена страница. Вот если добавить элемент, где у нас тут добавить элемент, значочек смотрим, вот у нас такой значочек. Это страница. То есть добавлена страница, и в страницу встроен, в обычном редакторе, в страницу встроен ролик. Вот. Дальше опять пошел эта страница, пошли файлики, страница. Вот он тест для самопроверки, но в принципе здесь больше других элементов я не вижу. Вот папка,
мы заходим в папку и видим здесь какие-то файлы еще, которые тоже можно либо открыть, либо скачать. Нет, идет на скачивание. Это как настроено. Можно скачать всю папку. Вот. Какие-то элементы есть. Так, и опять тест. Вот. Ну вот таким образом будет у нас наш курс строиться. Значит, сегодня мы с вами попробуем разобрать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек на участников. 6 человек участников. Хорошо, ладно. Остальные, я думаю, может быть, подключатся к этому делу. Значит, мы будем добавлять сейчас лекцию. Мы, кстати, ее там не видели. Добавлять элемент лекция. Значит, название лекции. Видите, как бы практически у всех одинаково. Какой бы вы элемент ни выбрали, немножко будут отличаться. Может быть, устройством. Итак, лекция. Здесь обязательно аннотация. О чем эта лекция? Для кого она лекция? Может быть, задание студентов, что, прочитав лекцию, вы должны будете выполнить то-то, то-то, то-то. Описание мы можем отображать, либо, если галочка выключена, не отображать. Вот. То есть отображать, не отображать. Внешний вид оставляем. Доступность. То есть лекция может быть доступна, и можем настроить так, что на какое-то количество часов. То есть если мы хотим включить, что она была доступна от и до, вот она будет доступна от и до, с такого-то числа по такое-то. Либо там мы можем установить лимит времени, сколько времени она будет доступна, в течение скольки минут, там полчаса и так далее. То есть можем поставить ограничения, можем не ставить вообще ничего. То есть вот здесь, если вы щелкаете по стрелочке, вы можете смотреть, какие настройки. Доступность, да? Значит, и отображать индикатор выполнения. То есть, если вы включаете, лучше всего включать, и вы будете видеть, как студенты проходят у вас этот курс. Контроль прохождения. Разрешить повторное прохождение. Давать возможность повторно ответить на вопросы. Максимальное количество попыток. То есть, вот это тоже можно все. Отметка. То есть, либо это будет в баллах, либо это шкала, либо вообще отсутствует. Вот. Ну, вот здесь, пожалуй, только тип отметки можно настроить, остальное можно оставить. Общие настройки модуля. Скрыть от студентов, сделать доступным, но не отображать на странице курса. Ну, скрыть. Так, значит, тоже добавить ограничения можно. Так, ограничение доступа. Ну, лучше это не трогать. Важный элемент вот этот вот. Выполнение элемента курса. Вот здесь я заострю ваше внимание сейчас. Когда мы создали лекцию, сейчас я пока сохраню ее, да, сохраню и посмотрим. Сейчас мы на нее. Так, вот я создал лекцию, устройство ПК. Кстати, ПК. Редактировал. И мы видим, квадратик появился, что здесь уже как бы лекция выполнена. Вот это как раз, значит, чтобы отредактировать теперь то, что я сделал, мы нажимаем по стрелочке «Редактировать настройки». Редактировать настройки. И как раз вот этот элемент выполнения студенты могут вручную отмечать элемент курса как выполненный. То есть, ну, вот это мы, конечно, не допускаем, что студенты сами будут отмечать. То есть они просто отмечают у вас, и вы не будете знать, что они прошли или они просто отметили. То есть здесь можно несколько вариантов. Требуется просмотр. Можно, ну, во-первых, здесь отображать элементы при выполнении условий берем. Отображать элемент при выполнении условий. И какие могут быть условия? Студент должен просмотреть этот элемент, чтобы он считался выполненным. То есть в этом случае студент у вас хотя бы зайдет и пролистает. Но достаточно, чтобы он зайти, и уже появится галочка, что выполнен.
Студент должен получить оценку за выполнение этого курса. В этом случае вам потребуется проверить и поставить отметку. Это как раз отметка настраивается вот здесь, в оценках. Либо студент должен дойти до конца лекции, чтобы завершить этот элемент. Вот. Либо студент должен не менее стольки-то минут. То есть вот это вы настраиваете. Здесь вот в каком случае элемент, то есть ваша лекция будет пройдена. Ну вот давайте поставим, что студент должен получить отметку. Сохранить и вернуться. Сейчас у нас галочка там должна пропасть. Хотя мы уже как бы может и не пропасть, потому что как бы первоначально мы там уже... Так, доступность. Показать больше. Лекцию можно защитить паролем. Так, почему-то у меня выскочила доступность. Так, и теперь мы заходим, и уже идет наполнение лекции. Коллеги, лекция — это не значит, что вы из Word взяли и туда скопировали все. Лекция, ну, как-то предполагает, что какое-то краткое изложение материалов. К сожалению, я сегодня не успел. Лучше всего, если лекция будет с элементами деятельности. Можно настроить лекцию таким образом, что это будет лекция с элементами деятельности. Значит, вот смотрите, у меня сейчас в чате тоже появился уже, что это пройден материал. Вот эти квадратики означают, что был пройден материал или нет. Ну, добавлю еще какой-нибудь элемент, например, задание, да, задание, настрою его, пока вот так вот сделаю, описание, так, сделаю так, какой-то файлик и настрою выполнение элементов курса, сделаю, чтобы он был выполнен при выполнении условий. Студент должен дать ответ, должен представить ответ на задание, чтобы завершить его. То есть в этом случае квадратик у нас будет, ну, странно, почему-то он сразу ставит как... надо выключить редактирование. Вот. Вот здесь я сейчас не смогу ничего сделать. Ну вот в чате ставится, потому что не настроен этот доступ. А здесь только в том случае, когда будут выполнены вот те условия, о которых мы говорили. Почему-то у меня лекция недоступна. И задание. Потому что скрыто от студентов. Понятно. Отобразить тему. Все было скрыто у меня. Так, когда я выключу завершить редактирование, квадратики, и пока студент не пройдет, у него не появится. Можно настроить так, что к заданию они не могут приступить, пока не будет выполнено задание с лекцией. То есть каждое последующее задание мы можем настроить так, чтобы они не могли к нему приступить, пока предыдущее задание не сделано. Каким образом это делается? Редактировать настройки. И у нас это будет в ограничениях доступа. Добавить ограничения. Вот. Завершение элемента требовать от студента, пока будет. И выбираем, какой элемент. Устройство ПК, лекция. Элемент должен быть отмечен как выполненный. Выбираем и сохраняем. В этом случае появится у нас сейчас надпись, что этот элемент
Завершите редактирование. Может быть доступен. Сейчас скрыто от студентов, я его сделал. Может быть доступен. Так, ну ладно. Значит, касаемо лекции. Ну вот давайте завтра я покажу наиболее сложные элементы из всех, которые здесь перечислены. То есть многие элементы вы можете поизучать, поисследовать сами. Задания, обратная связь, опрос и так далее, рабочая тетрадь, тест. Мы остановимся на двух наиболее сложных. Это лекция с элементами деятельности мы разберем и разберем тест. Все остальное вы попробуете как бы сами добавлять вот в свой курс. Если у кого-то нет пока такого целенаправленного материала действительно по курсу, то вы просто можете какие-то пробные шаги делать. Пробные шаги. Коллеги, значит, у нас уже был семинар вот на эту тему, в том числе по созданию лекции, по созданию теста. Поэтому поступим следующим образом. В закладочке образование, педагогические работники, повышение квалификации. Запомнили путь? Педагогический. Ну, я пропишу вам это в задании и отправлю либо по почте, либо открою доступ к файлу с заданием. В тестовой площадке по созданию курсов у нас есть обучающий семинар по созданию элементов дистанционных курсов. Коллеги, кто у нас сейчас есть на семинаре? Наталья Петровна, вы еще с нами? Елена Николаевна, вы с нами? Мне просто надо проверить некоторые вещи. Вот, семинар по освоению дистанционной среды Moodle. И первое задание – создать лекцию. В том числе здесь есть описание, что такое лекция с элементами деятельности. Вот она, схема этой лекции. У вас идет первый параграф. Какая-то информация. После первого параграфа идет вопрос. Ученики, студенты отвечают на этот вопрос. Если они отвечают неправильно, то ваш комментарий, что они сделали неправильно, и возвращаемся на первый параграф. Если они сделали правильно, молодец, и переходим ко второму параграфу. Во втором параграфе два вопроса. Вопрос 2 и вопрос 1. Ну, как бы 2 и 2, 1. Вопрос 2, он относится ко второму параграфу. И, соответственно, если они неправильно на него отвечают, то они возвращаются на второй параграф. Ответили на вопрос 2.2, переходят к вопросу 2.1. А вопрос 2.1 к первому параграфу. Отвечают на него правильно, переходят дальше на третий параграф, а если неправильно, возвращаются на первый параграф и все повторяют. Дальше идет третий параграф. К третьему параграфу тоже два вопроса. Один к третьему параграфу, а другой к предыдущему, ко второму. И, соответственно, вот так все дальше. Количество параграфов должно быть, ну вот дальше идут рекомендации, 3-5 параграфов. Наличие более 7 параграфов нежелательно, а 9 недопустимо. Дети не будут читать просто. Поэтому четко, ясно по лекции должно быть понятно. Вот здесь весь материал как бы есть, выложен, и можно будет его использовать. Ну вот пример проба лекции у меня тут будет и проба алгоритм. Задание 2 пока не приступаем. Дома попробуйте поизучать, посмотреть, поисследовать другие элементы вечером. Коллеги, сейчас я вам открою доступ. Мне надо понять, как вы получите сигнал по электронной почте, что доступ к вам, доступ открыт. Ну, давайте, значит, кто? Светлана, да? Светлана, Сергеева Светлана Валерьевна. Ну, я всем открою доступ, чуть-чуть попозже, наверное, да? Чуть попозже всем доступ открою к этому ресурсу. А сейчас просто хочу попробовать, вы получите на свою электронную... Еще, наверное, знаете, что вот надо посмотреть, как идет у вас настройка электронной почты. То есть, по идее, вам сообщение должно прийти на ту электронную почту, на которую вы зарегистрировались. Итак, сейчас я попробую добавить Светлану Валерьевну на этот курс.
Да, он немножко с задержкой. Так, нет, не там, мне Сергеева нужна. Так, Сергеева, Светлана. Тут вот по алфавиту, поэтому может быть удобнее. Лучше, конечно... О, опять в начало выкинул. Так, что-то вас нету. Не находит. Так, ладно, сейчас другого кого-нибудь попробуем. Так, попробуем, наверное, мы... Так, в чате никто не написал. Так, Гурьева Елена Николаевна. Гурьева Елена. Так, вот, наверное, на адрес СГПК.нет. Елена Николаевна, на адрес СГПК.нет. Так, здесь вы как учащиеся будете записать пользователей. Так, вот Гурьеву Елену Николаевну я записал. Елена Николаевна, вы с нами еще? Так, Иващенко Наталья. Сейчас. Если Елена Николаевна с нами, сообщите на СГПКовский адрес. Пришло вам сообщение, что вы записаны на этот курс? Так, ну давайте попробуем Иващенко Наталья записать пользователей. Наверное, лучше я сейчас вам включу самозапись, и вы сами запишитесь. Иващенко Наталья. Так, не находит что-то. Ага. Иващенко Наталья Петровна. Правильно? Иващенко Наталья Петровна. Учащийся. Запись пользователей. Так, Наталья Петровна записал вас тоже. Для остальных, значит, создаю сейчас пользователи, способ зачисления на курс и включаю самостоятельную запись учащихся. А здесь она у нас включена, оказывается, самостоятельная запись учащихся. Ну, еще на всякий случай и эту включу. Итак, я включил самостоятельную запись учащихся на этот курс. Можете попробовать записаться. Итак, первое задание – попробовать создать. Значит, вот есть создание элемент лекция, видео. И семинар, который мы проводили в октябре, создание учебного курса, можно тоже просмотреть в видеозале на сайте Клиро, либо здесь по ссылке. Либо здесь по ссылке. Еще и следующую страницу. То, что будет у нас дальше, следующая страница, у нас будет вопрос. Здесь вот как раз рассказано о том, как создавать лекции. Вопрос. И после правильного ответа на этот вопрос мы перейдем на следующую страницу. Когда мы ответим, коллеги, на сегодня тогда мы заканчиваем. Вопрос. Мы на сегодня заканчиваем. Если будут вопросы, почта есть у нас. Вопрос 2. Почта есть у нас. Вопрос 2. Вопрос 2. Запись я вам показал. Сообщение в этом можно писать. И сохраню. И включу просмотр. Развернутый просмотр. Или можно было вот этот просмотр. Вот видите, горизонтально расположение. Так, запись сегодняшнего нашего мероприятия будет, к сожалению... Если я поставлю там, уберу это... письма с приглашением на курс нет, да? Ну, посмотрите, доступ у вас есть тогда? Доступ, заходите или нет? Если нет, то самозапись можно будет использовать. Вопросы будут
вопросы будут размещаться вертикально. Так, курс называется... Ух ты, у меня закрылось, Да. что ли? Значит, редактировать. Я в почте напишу. Образование, педагогические работники, повышение квалификации. Тестовая площадка для... У нас 2 тестовых площадки. В СПО есть, там, где для студентов тестовая площадка. И есть там, где для учителей. Обучающий семинар по созданию элементов дистанционных курсов в среде Moodle. Переходим к редактированию. Мы выбираем вот это колесико. Колесико означает редактирование. Так, к сожалению, не дает возможности скопировать. Не дает возможности скопировать. Так, коллеги, заканчиваем на этом. Всего доброго. До завтра. Завтра мы встречаемся в 10 часов. — 27.03 в 10:00. — 27.03 в 10:00. Ну вот вечером вы можете, или сейчас там часик отдохнете, можете попробовать поэкспериментировать, создавать какие-то элементы. Можно даже лекцию создать, простую лекцию пока, без элементов деятельности. Либо с элементами деятельности мы завтра с вами еще раз пробежимся по ней. До свидания.